Гульнара Ильдусовна, здравствуйте. Добрый день. 1,5 года назад коллегия адвокатов заключила соглашение с исполкомом Всемирного конгресса татар. В чем цель этого документа? Наш договор изначально был заключен, и он так и сейчас пока продолжается. Это оказание консультационных услуг. Это могут быть устные заключения, это могут быть письменные заключения, и они на безвозмездной основе. В ситуации с Конгрессом татар изначально у нас возникла эта мысль, у Конгресса татар, когда они обратились вот с таким предложением, это в связи с готовящейся переписью населения. Но, как оказалось в последующем, когда, тем более, еще перепись населения же была отложена в связи с пандемией, оказалось, что наличие нашего договора актуальным и по другим вопросам, которые вообще возникают по переписи, пока обращений у нас еще таковых не было. Ну и к самой переписи масштабное событие, которое неоднократно переносилось. Вот расскажите, какие права есть у наших граждан и каждый ли должен участвовать в переписи? В этот раз, в этой переписи, есть возможность в электронном виде, это впервые в электронном виде осуществлять свое право, реализацию права на участие в переписи. У людей постарше могут быть какие-то проблемы только в связи с тем, что они не пользуются вот этими, как мы говорим, гаджетами, да? Но в этом случае закон разрешает это делать одному члену домохозяйства. У нас задают многие вопросы, зачем нужно участвовать в переписи? Необходимо ответить так, что вопросы, которые ставятся в переписи, порой бывает это единственный источник, о котором можно узнать какие-то факты. Ну, например, по национальности, по изучению языков. Только через перепись мы можем узнать. Предположим, вопросы, связанные с жильем. Для чего это нужно? Из каких материалов дом выстроен? Какая возможность, какая миграция, допустим, для того, чтобы добраться от своего дома до работы? Куда человек может обратиться, если он считает, что его право нарушено? Это Росстат, который орган занимается у нас сейчас переписью. Либо, если в судебном порядке, допустим, как мы вот сейчас говорили о возмещении морального вреда, предположим, да, либо если Росстат ему отказал в внесении каких-то изменений по обжалованию действий должностных лиц, то это уже обращение в суды, ну и, соответственно, в прокуратуру. Может ли гражданин после ответов на вопросы, например, снять на видео или сфотографировать экран планшета? Это не запрещено законом, безусловно. Потом необходимо понимать нашим тоже гражданам, что переписчики, у них будет определенная форма, у них будут планшеты, у них будут определенные сумочки с опознавательными знаками. То есть надо быть очень осторожным, чтобы под видом переписчиков не пришли в дом какие-либо мошенники. Конечно, мы должны об этом говорить, что они должны обязательно спрашивать у них удостоверение. Гульнара Ильдусовна, благодарю вас за беседу. Будем надеяться, что у нас в Татарстане перепись пройдет очень удачно. Всем желаем успеха и здоровья. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.